Прокуратура Санкт-Петербурга нашла новые оправдания смерти таджикского младенца Умарали Назарова. В ответ на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского прокуратура сообщила, что ребенок умер из-за сырости и неотапливаемости помещения, где он проживал. Помещение, в котором находились иностранные граждане, представляет собой пристройку к жилому дому. Для проживания граждан не приспособлено. На момент проверки обнаружены матрасы на полу и двухъярусные кровати. Помещение сырое, неотапливаемое, сообщили следователи. Между тем, кадры из дома Назаровых есть, и на них со всей очевидностью видно, что квартира вполне благоустроена, и никакой сырости на стенах там нет и в помине. Ранее российский сенатор, зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру, а также пригрозила парламентским расследованием. Жизнь ребенка стала платой. Остается разобраться, платой за что? За нарушение миграционного законодательства его матерью или за беспредел чиновников? 16 ноября Зарина была депортирована из страны. Статус потерпевшей позволил бы ей находиться в России до окончания расследования и даже судебного разбирательства. Семье ребенка не принесены извинения, матери не предложены хотя бы минимальные меры реабилитации, например, услуги психолога. Печально и то, что мы всегда требуем от других стран бережного отношения к нашим детям, а на своей территории позволяем происходить такому. Те чиновники, которые вольно или невольно причастны к этой трагедии, остаются безнаказанными и уверенными в том, что они служат России. Но я уверена, что такое служебное рвение способно нанести непоправимый ущерб нашему государству, его репутации, способно превратить наших друзей во врагов. И сегодня в Москве прошла пресс-конференция «Государство отнимает детей. Кто отвечает за их жизнь?». Случай со смертью Умарали Назарова далеко не первый. Причем страдают не только мигрантские семьи, но и российские.